С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, я очень рада видеть вас в нашей светлой и уютной студии. На календаре сегодня 15 сентября, вторник, и сегодня отмечается Международный день демократии и День санитарно-эпидемиологической службы России, с чем мы вас и поздравляем. Еще 15 сентября в нашей стране День леса. Эта дата очень символично совпала с днем рождения экологической организации Greenpeace. Также в этот день календаря на трассы вышел первый советский лайнер Ту-154. И случилась первая в истории мировых войн танковая атака. Вот такие любопытные события произошли 15 сентября в разные годы. Возможно, у кого-то из вас сегодня также празднует, отмечает знаменательное событие. Смело отправляйте нам свои сообщения об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы вас обязательно поздравим с вашим знаменательным событием. Ну а теперь давайте по традиции обратимся к синоптикам. Что же они скажут по поводу погоды? Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила 5-7 градусов тепла. Днем ожидается 13 градусов. В Заречье 4-6 градусов тепла, а днем ожидается 11-14. На юге утром было плюс 9, плюс 10, днем ожидается 12-13. В Вилюйской группе Улусов утренняя температура 4-7, дневная 14-15. В Нижнеленских Улусах утренняя температура 5-8 градусов тепла, дневная 11-12. На западе в 6 часов утра температура воздуха составила 5 градусов, а днем воздух прогреется до 15. В Колымо-Дигирских Улусах плюс 4, плюс 6 – это утренняя температура, а дневная воздух прогреется до 10 градусов. В Вианских Улусах 4 градуса тепла было в 6 часов утра. Днем будет плюс 6, плюс 8. На северо-западе плюс 2, плюс 6 – это утром, а днем 7-11 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 6 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, и днем ожидается 13-15 градусов тепла. Друзья, вы наверняка знаете и помните, что сегодня, 15 сентября, состоится виртуальная презентация iPhone 12. И она состоится в 10 часов по московскому времени, то есть по нашему в 16 часов. Однако ходят слухи, что само производство и появление нового смартфона в продаже появится не раньше октября. Говорят, что iPhone 12 будет иметь такой же дизайн, что и старые модели, но станет тоньше и увеличится количество камер с 3 до 4. А цена будет стартовать от $700. В рублях это получается более 52 тысяч рублей. Имейте в виду, это стартовая цена. Из новостей нашей страны трогательная история произошла недавно в Башкирии. В одной из деревень хозяева частного дома обнаружили, что их кошка выкармливает вместе со своими котятами 4 маленьких ежат. Как выяснилось позже, мама лесных гостей сама привела их к человеческому жилищу, а после чего скончалась по неизвестной причине. Белая кошка растила лесных гостей наравне со своими котятами. Их у нее 4. Ежата и котята сдружились и делили кошачье молоко поровну. После того, как ежата выросли, они разбрелись, однако периодически навещают свою белую пушистую маму в знак благодарности, признаются хозяева. А в Якутске сегодня и завтра городская больница номер 3 в сквере матери с 12 до 15 часов будет проводить вакцинацию против гриппа и сбор анализов на ИФА для определения иммунитета к COVID-19. Желающие могут бесплатно сдать анализы и пройти вакцинацию против гриппа, при себе иметь паспорт и медицинский полис.
А я спешу поздравить всех жителей Алекминска с 385-летием со дня основания города и с 90-летием со дня образования Алекминского района. У нас на связи Сергей Щебляков, заместитель главы города Алекминска. Доброе утро, Сергей Евгеньевич. В первую очередь, конечно же, примите наши самые сердечные поздравления с вашим юбилеем, причем с двойным юбилеем. Расскажите, как произошло, как прошло празднование города? Спасибо за поздравления. Конечно, в связи с пандемией наше мероприятие пришлось немножко корректировать. Прошло не так, как мы изначально планировали все эти годы подготовки. Но мероприятия прошли не менее насыщенно, здорово. С 12 часов 12 сентября у нас началось торжественное мероприятие на центральной площади города Алекминска. Там были вручены различные награды, благодарственные письма, знаки почетного жителя города Алекминска. Далее горожане могли поучаствовать в обзорной экскурсии на автобусе по городу Алекминску. Экскурсия в доме-музее, который в прошлом году мы восстановили, памятник архитектуры. Прошла акция 75 саженцев в честь 75-летия Великой Победы на площади Победы. Прошли конные скачки на нашем новом ипподроме, который построен КС Холланд-Хоп. То есть масштаб мероприятия был большой. В 5 часов, значит, у нас уже на площади Ленина, на центральной площади Алекминска прошло большое мероприятие, концерт с розыгрышем призов. Выступали артисты якутской эстрады. И главным призом была машина Toyota Из, которую выиграл у нас житель села Абага. Здорово. Вот, с 9 часов у нас начался концерт на набережной. Выступающие у нас были на барже. Баржа стояла на реке. Жители стояли на нашей прекраснейшей набережной, на берегу реки и наблюдали все это торжество. То есть тоже такая новинка для Алекминска, не только для Алекминска. Ну и завершилось все у нас потрясающим салютом. Салют был у нас с реки Лена, с баржи. И второй салют у нас был с главной сопки города Алекминска. Я люблю Алекминск. Салют всем понравился. Здесь, наверное, хочу отметить хорошую слаженную работу нашего культурного центра, который очень в короткие сжатые сроки и ввиду всей этой пандемии сделали прекрасное мероприятие, которое понравилось всем горожанам. Наверняка многие горожане, жители района Алекминского соскучились по праздникам. Скажите, вот я еще слышала, что в рамках юбилейных мероприятий вы подготовили проект «День улицы моей». Вот что за проект такой? Расскажите об этом. Да, потрясающий проект. С этого года глава нашего города Альбина Михайловна Масина внесла такую традицию, что каждый год в День города будут проводиться дни улиц. В этом году у нас проводились по 5 улицам, то есть устанавливаются информационные таблички, проводится концерт-митинг, где жителям рассказывается, в честь кого названа улица, проводится такое небольшие выступления. У нас все эти мероприятия прошли очень насыщенно, ярко, красиво. Думаю, это очень хорошая традиция, которую заложила наша глава. Да, и люди таким образом узнают об истории своего города. Замечательный проект, замечательная идея. А я еще знаю, что в этом году свой юбилей отмечает и ваш знаменитый Алекминский Спасский собор. Сколько лет он празднует? Расскажите. Совершенно верно. У нас нашему памятнику, нашему Спасскому собору в этом году исполнилось 150 лет. Это, наверное, самый прекрасно сохранившийся памятник истории и культуры республиканского масштаба, поэтому всем рекомендую его посетить. Ну, Сергей Евгеньевич, скажите все-таки, да, вот празднования, красочные празднования, они совпали вот с пандемией. Вот что вы сделали, чтобы обеспечить безопасность горожан и жителей района? Да, как я говорил, пандемия внесла свои коррективы. Нам пришлось все мероприятия полностью проводить на открытом воздухе, с соблюдением необходимых дистанций. Конечно, мы призывали жителей, горожан, гостей, чтобы они посещали мероприятия в режиме онлайн.
Конечно, горожане соскучились по массовым мероприятиям и шли на, скажем так, режим оффлайн. На мероприятиях были сотрудники полиции, которые там не допускали сильно больших скоплений, то есть соблюдалась дистанция. Ну, вот, центральная площадь у нас большая, поэтому места хватило всем, а набережная еще больше, поэтому, в принципе, никаких таких казусов не случилось. Что ж, огромное спасибо, Сергей Евгеньевич, за участие в нашей утренней программе. Мы вас еще раз поздравляем с вашей знаменательной датой, даже с двумя знаменательными датами, с двумя юбилеями. Я напоминаю нашим телезрителям, что только что у нас на связи был заместитель главы города Алекминска Сергей Щебляков. Ну а сейчас я предлагаю вам немножко отвлечься и послушать музыку. Наша съемочная группа недавно побывала в гостях у музыканта, которая первая открыла широкой публике Якутии волшебные звуки флейты. Девочка Лида из сельской глубинки когда-то вытянула счастливый билет и полетела в Ленинград учиться музыке. На скрипочку мне пальцы оказались маленькие. А отправить, ну что, ни денег, ничего. И показали мне вдруг арфу. Будешь учиться? Я говорю, ой, конечно. Ага. А сколько лет было? Ну, уже 8-9 лет, конечно. И в музыкальной школе при консерватории Римского-Корсакова, переулок Матвеева, рядом с Мариинским театром. И вот мы там жили в интернате и учились. И я начала заниматься на арфе. Арфа, привезенная Лидией Павловной в далеком 1965 году из Ленинграда, была первой в музыкальной истории Якутии. И в этом 2020 году исполняется 55 лет творческой деятельности первой арфистки Якутии. Работая в театре, вдруг 94-5 года, все время одна. То у нас, значит, театральный оркестр и телевидение, тоже оркестр был. И везде я одна. И вдруг Василий Афанасьевич, Николай Михайлович открывает вот школу. И сказали открыть раз арфу. Я с удовольствием прямо начала работать. Контачу с Москвой, с Ленинградом, со всеми педагогами, которые... А сейчас уже с молодежью и все, и являюсь как бы членом жюри международного арфового. Все время ездим на конкурс. Без контакта вот никак нельзя ни детей воспитать, ничего. И вожу своих детей туда, чтобы они брали все это общее. Лидия Павловна Новгородова – первая профессиональная арфистка Якутии, председатель Ассоциации арфистов республики, профессор Высшей школы музыки. Выпускники ее класса становились лауреатами и дипломантами международных и российских конкурсов. Воспитанники Лидии Новгородовой успешно продолжают свое обучение в престижных вузах России и работают в лучших оркестрах не только Дальнего Востока, но всей страны и зарубежья. Лидия Павловна очень добрая, но в то же время требовательный учитель, то есть ты должен вовремя все приносить, но она прям раскрывает очень сильно, то есть если мы до этого были зажатые, то здесь она прям вдохновляет нас, и мы хотим творить, именно у нее какой-то такой особый подход, именно к каждому ученику у нее особенный подход. Легкие, почти воздушные звуки арфы требуют порой недюжинных сил. 46 струн и 7 педалей. И в то же время она пластична, гармонична. Ее хрустальные звуки очаровывают, зачаровывая. На календаре сегодня 15 сентября, вторник, и уже 2 недели, как наши дети приступили к учебе. Но с сентября начался не только новый учебный год, но и возобновились репетиции в театре. Более подробно о новом театральном сезоне нам сегодня расскажет Сергей Юнганс, директор и художественный руководитель театра оперы и балета. Сергей Сергеевич, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, когда именно театр откроет свои двери для зрителей? Театр оперы и балета Республики Саха-Якутия планирует распахнуть свои двери для зрителей уже 18 сентября. Мы с нетерпением ждем нашу публику в театре после столь долгого перерыва. Я думаю, что и зрители соскучились, и артисты соскучились. Мы подготовили для вас такой ряд интересных подарков и особо
важно то, что этот сезон станет для нашего театра юбилейным. Это будет 50-й юбилейный театральный сезон для театра оперы и балета. А какой постановкой в первую очередь вы порадуете зрителей? Мы хотели порадовать наших зрителей постановкой эксцентрического балета «12 стульев» еще в марте прошлого года, но наши планы несколько изменила пандемия коронавируса, и мы надеемся, что премьерой нового театрального сезона, яркой премьерой нового театрального сезона станут «12 стульев». Мы наметили этот спектакль на середину октября 2020 года. Хотел бы, кроме того, отметить, что специально для того, чтобы дирижировать спектаклем, приедет Николай Макаревич, это дирижер Белорусского музыкального театра из города Минск. Вот вы сказали, что нынче у вас юбилейный театральный сезон. Какие планы в связи с этим? Может быть, ожидаемые постановки, вы планируете гастроли? Но в связи с тем, что этот сезон будет юбилейным, начало года у нас такое, совсем необычное. Мы подготовили для нашего зрителя театрально-музыкальный марафон, который будет называться «Увертюра к сезону». Это 9 вечеров на протяжении предстоящих пятниц, суббот и воскресений, когда в совсем камерном формате на нашей экспериментальной площадке зритель может встретиться с нашими артистами, музыкантами на вечерах классического и современного балета, классической музыки. Это будет барокко, романтизм, классицизм. И также наши зрители смогут погрузиться в эту необычную атмосферу, потому что 18 числа наш марафон «Увертюра к сезону» начинается с такого кода, что зритель и артист меняются местами, и зритель на протяжении вот этой всей 9-дневной марафонной, я назову ее так, недели, будет находиться на сцене. То есть впервые для нашего театра зрители и артисты поменяются местами для того, чтобы мы могли соблюсти все предписания Роспотребнадзора. Вы об этом как раз завели речь. Хотела задать этот вопрос. Вот как будет с рассадкой зрителей в зале? Мы, как и все остальные театры, соблюдаем все правила, и у нас, конечно же, будет шахматная рассадка. У каждого зрителя, который будет приходить в театр оперы и балета, будет проверяться температура. И хотелось бы отметить то, что в том случае, если температура нашего зрителя будет больше, чем 37 градусов, мы, к сожалению, не сможем допустить такого зрителя в театр, но мы сможем обменять билет, приобретенный им, на какой-то другой, более поздний спектакль, и он обязательно может им воспользоваться. И также хотелось бы сказать, что те билеты, которые зрители покупали на наши спектакли, на наши премьеры «12 стульев», они будут действительны на наши будущие спектакли, и хотелось бы всех, пользуясь этим случаем, пригласить вот совсем скоро в театр оперы и балета на наши предстоящие премьеры. Сергей Сергеевич, а все-таки хотелось бы вернуться, да, вот к рассадке зрителя. А если пришли вот, допустим, компания, семья или девушка с молодым человеком, вы тоже будете их рассаживать через кресло в шахматном порядке или все-таки В вместе? предписаниях Роспотребнадзора и в тех рекомендациях, которые у нас есть такой пункт: если вы пришли с семьей, если вы пришли с дочкой или сыном, парень с девушкой, конечно, вы можете сесть вместе на соседние стулья. То есть в этом случае вы уже контактировали друг с другом в семье, поэтому мы в этом случае сажаем людей, будем сажать людей вместе на соседних стульях. И им не нужно будет соблюдать вот эту вот социальную дистанцию. Наверняка артисты все соскучились друг по другу. Как сейчас проходят репетиции? Артисты всегда с удовольствием репетируют, и сейчас особенно, потому что они не видели друг друга, они не видели зрителя, самое главное, потому что вот уже полгода, как мы почти не работали, мы существовали в вынужденном простое. Сейчас наши репетиции проходят также с социальной дистанцией, все наши артисты репетируют в масках, все наши творческие цеха разграничены по времени, и поэтому мы не только соблюдаем все правила для зрителя, но мы соблюдаем все правила внутри театра. У нас обязательно проверяется температура, есть графики уборки,
мы кварцуем помещения, работают рециркуляторы. Но это на самом деле такая очень интересная история, когда ты чувствуешь себя защищенным. Что ж, огромное спасибо, Сергей Сергеевич, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, хорошего дня и с нетерпением будем ждать открытия театра оперы и балета. А это случится, я напоминаю, 18 сентября, вот уже через несколько дней. Я напоминаю, что только что на связи у нас был директор и художественный руководитель театра оперы и балета Сергей Юнганс. Ну, что ж, друзья, я же напоминаю, еще раз напоминаю в третий раз, что мы работаем для вас только в прямом эфире, поэтому смело отправляйте свои смс-сообщения на наш короткий номер, не короткий номер, на WhatsApp номер 8 914-279-2262. У нас есть несколько сообщений. Так, абонент с последними цифрами 1000 пишет: дорогую внучку, племянницу Петухову Кристину поздравляем с днем рождения. Желаем всех земных благ, здоровья, будь счастья, любим, целуем, бабушка, дедушка и Эдик. Есть еще одно замечательное короткое сообщение. Абонент с последними цифрами 5842 пишет: у меня отпуск кончился, так что нас всех с выходом. Я вас поздравляю, работа действительно очень, наверное, хорошо, ведь и отдохнули, и теперь с новыми силами можно приступить к работе. А между тем, я хочу поздравить всех с Днем леса, который отмечается сегодня в нашей стране. Ведь говорят, что лес – это легкие нашей планеты. И это действительно так. С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников – Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. В России идея коллективной посадки лесов возникла в последние десятилетия XIX века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Турский. В 1894 году по его инициативе Управление народных училищ Юго-Западного края издало циркуляр о посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле. Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Он был призван внушить подрастающему поколению любовь к природе, древонасаждению и вселить в него создание важности охранения общественных и частных садов и парков. Лес – национальное богатство России, кажущееся таким неисчерпаемым, как вода и воздух. На самом деле леса России давно нуждаются в эффективной защите, охране и восстановлении. В результате рубок и вызванных человеком пожаров деградируют уникальные кедрово-широколистные леса Дальнего Востока. Уникальные кедровые и темнохвойные леса Алтай-Саянской горной страны находятся под угрозой из-за планов строительства дорог и вывоза леса в Китай. Ценные орехоплодные каштановые леса гор Кавказа, несмотря на запреты, вырубаются и вывозятся за границу. Посчитано, что леса занимают около трети площади суши. Общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов квадратных километров. Вот прошли первые учебные дни у наших детей, но мало отправить ребенка в школу, надо научиться разговаривать с ним на одном языке. Мы собрали несколько слов, которыми ловко пользуются подростки, и спросили старшее поколение, что это означает. А справедливости ради у молодежи поинтересовались, что они знают о сленге 80-х, 90-х годов. Давайте посмотрим. Вы знаете, что такое сторить? Ну, наверное, выкладывать свою историю в Инстаграм. Подчеркивать. Ну, видимо, рассказывать истории? Ну, это же в Инстаграме. Вы пользуетесь Инстаграмом? Да, конечно. Что такое шерить? Шерить? Затрудняюсь ответить, не знаю. Искать, может, что-нибудь? Шерить, может быть, куда-то проскакивать, что-то мотать там на ус. Это же слова из английского языка. Да. Шерить? Я не знаю, видимо, искать что-нибудь. Еще одно слово. Стримить. Что такое? Стримить? Стримить — это просить, может быть, что-то. Это, по-моему, как кого-то, ну, чтобы с кем-то не общаться. Что-то такое, по-моему. Ну, это, видимо, кого-то, что-то, о ком-то что-то говорить. Тоже в Инстаграме. Стримить, тоже не знаю. И последнее слово. Вписка. Что такое? Ну, прописка как бы. Может быть, подписка?
Ничего на ум не приходит? Ну, это какую-то компанию вроде принимает, да? Кто такой или что такое Мурзилка? Журнал. Ну и там герой такой в беретке желтой. Все верно. Откуда вы знаете? Ну, я читала этот журнал. Мурзилка, ну, да, это вроде как какие-то... Как газета для школьников, что ли, раньше была, да? Хорошее такое выражение. Шнурки в стакане. Ой, это выражение, наверное, да? Никто же в стакане. Ну что вы знаете? Молодежь, вот, скажем, в 80-х годах они часто использовали это слово, может быть, даже раньше. Ну, не знаю. Раньше вот так говорили, сленговое слово, мафон и витик. Нет. И даже никаких догадок нет? Нет, даже не всплывает никаких ассоциаций. Мафон. Между тем, дни становятся короче, ночи длиннее, дожди и багряные листья напоминают нам о приближающейся долгой зиме. Как тут не начать хандрить? О том, чтобы не впасть в уныние, нам расскажет психолог Лена Авелева. Лена Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вот профилактировать себя от осенней депрессии? Ну, человек, как и часть природы, тоже откликается на эти изменения, которые происходят. И единственное, я могу сказать, что нужно принять это. Мы ведь не можем изменить, да, не зря ведь есть даже слова песни, у природы нет плохой погоды, да, каждая погода благодать. Ну, во-первых, это принятие. Если мы не можем это изменить, то мы должны как-то к этому, наверное, подстроиться, что-то сделать так, чтобы не так было плохо, так скажем. А вот как да? принять? Может быть, есть какие-то упражнения или продукты, антидепрессанты? Ну, рекомендации могу дать такие, что сейчас еще не так холодно, и человек может, значит, находить время для каких-то прогулок, походов выходного дня, да, пеших прогулок по вечерам, например. Да. То есть нужно не лениться, да, выходить на улицу. на встречу с друзьями. Наконец-то высвободилось время, урожай собран, кто-то продолжает собирать урожай, да. Кто-то может вернуться к тому, что давно хотел сделать, но на это не было времени. Например, пойти в какую-то гончарную мастерскую, сделать какую-то посуду для себя прекрасную, да, какой-то сосуд. В общем, на самом-то деле человек может найти время для себя. Найти время для себя и почаще задавать себе вопрос, чего я хочу, как я себя чувствую, чего я хочу. То есть быть в контакте с самим собой, это независимо от времени года, надо всегда быть в контакте. И тогда ты в согласии с самим собой, ты понимаешь себя, ты хорошо себя чувствуешь. Ну, собственно, так. Что ж, огромное спасибо, Лена Владимировна. Я с вами прощаюсь с вами, дорогие друзья. Сейчас реклама.